Друзья, всем привет! Как вы сами видите, за бортом температура минус 23 градуса. На календаре 13 декабря. И я сегодня один еду на Печору проверять наши палки. 3 дня они были уже не проверены. Сегодня 4-й день. Дело в том, что давили морозы с 9, 11, 12, да, 3 дня. Почему я один? У Романа производственная травма. Расхерачил палец, когда снимал прицеп. В общем, вчера ездил в больницу, удалили ноготь на среднем пальце, пока он ненадолго выбыл из строя. Так что покатаюсь один. Но ничего страшного. Раньше же как-то справлялись. Справимся и на этот раз. Специально подождал немножко, чтобы пока отпустила температуру. Время уже, как мы видим, 20 минут 12. С утра было еще по 30. Посмотрел прогноз. Сегодня с обеда ближе к вечеру начинается потепление, начинается снег, метель. В общем, как раз под эту метель, да, немного, наверное, стемнеет, немного не успею, потому что лед промерз глубоко. Но проверить надо, проверим. Ночью будет метель, заметет. Ну что гадать, давайте поедем и посмотрим, что там творится на нашей реке Печора. И, ну я так думаю, без ухи сегодня не приедем. Загадывать ничего не будем. В общем, поехали, проверяем, смотрим. Сами посмотрим и вам покажем. Поехали. Переправа открыта, и это радует. Переправа открыта, но продолжают заливать. Ладно, спустимся немного ниже. Высадка пассажиров 15 тонн. Отлично. Ладно, спустимся немного пониже. Там поставим машину. Итак, первая палка готова. Как и ожидалось, промерзло все до основания за 3 дня. Но это где-то сантиметров, вот получается 30. Около 30 сантиметров лед. Промерзло все до основания. Так что придется нам сегодня немножечко подолбить. Здесь 7 палок. И на нижнем участке. Приступаем к проверке. Пошла, родимая. Первая палочка. Первая палка у нас с тюрьмой. Так. Это сюда. Это сюда. Ну и чё? И чё ты нам скажешь? Ну, ничего интересного, это точно. Это вот такой вот живец на первом крючке. Оставляли его. И 2 пустых крючка. Кто-то был и благополучно сорвались за 2 дня и ушли. Вот тут вот что-то запутано все. Что-то было, рыба была и ушла. Ладно, наживляем, отпускаем. Встречаемся на следующей палке. Вот так вот. Пока тишина. Вот. Возьмем столько житчиков, сколько надо. Лишнего не берем. На этот участок хватит, а там у нас есть живцы. Как наживляю, думаю, ничего в этом нет такого. Обыкновенно под плавник, в мякоть, не задевая позвоночника. Раз.
и 2. Крючки у меня одинарные. Разницы никакой. Наоборот, двойники, тройники, они цепляются об лед при вытаскивании и создают дополнительные проблемы. При рыбалке на налима, вот именно таким методом, лучше пользоваться одинарными крючками. Ну все готово. Отпускаем. Господи, благословен. Ловись, рыбка, малая и велика. Смотрим дальше. До конца не теряем надежду. Даже при всем бесклёве. Продолжаем надеяться, что что-нибудь да попадет. Малечек, второй и третий маленький налимчик. И здесь пусто. И мальки живые. Не, надо переставляться. Все, друзья, закончил проверку верхних продольников. 7 палок проверил. Пока ничего утешительного. Улов по нолям. Ну вот мы и на нижнем участке. Пока еще светло. Ну, наверное, скоро начнет темнеть, потому что уже время 2 час. Полыня, как видим, до сих пор еще парит, открытая. И наши 20 палок. Приступаю. Посмотрим, что нам даст нижний участок. Поехали. Опять же забыли взять с собой крючок от Юрки Кулагина. О, налимчик уже один практически сдох, так что он даже, наверное, для живца не пойдет. Так, ну что, смотрим. Так, что-то думал, здесь тюрьма, точно, я же переставил. О, что-то типа яська. Нет, налимчик. Налимчик раз, налимчик 2. Ничего не меняется. 2 мелких налимчика. Смотрим дальше. Смотрим уже молча, потому что с каждой палки надежда становится все меньше и меньше. Что-то в этом году пока не задается у нас рыбалка. Слышно, кто-то дергает. Мелочевка какая-то. Все то же самое. Небольшой налим на первом крючке. И что-то маленькое, вот, пожалуйста, на последнем. Все то же самое. Так, повалил снег. Проверил 5 палок, пока ничего интересного. Снег это с одной стороны потепление, хорошо. Меньше лунки будут замерзать. Но в то же время и заметет дороги. Да и бог с ним. Так, что, смотрим. Может быть, что-нибудь поменяется в лучшую сторону. Мороза нам улова не дали. Вон, одна мелочевка. И здесь вот, походу, один мелкий. Да, он. Шпингалета. Ничего интересного. Нету крупного налима. Нету. Так, надеюсь, пока видно. Но следующую палку придется, наверное, уже проверять под фонариком. Так, ну что, есть что-нибудь, нет? Небольшая натяжечка есть. Что-то небольшое есть. Похоже даже на яська вроде бы. Нет, вот такой вот налим. В этом сезоне пока трофейный. Где-то около килограмма, наверное. Может, чуть больше. Кило 100, может быть. Ну вот хотя бы такие были, и то куда бы ни шло. Я бы ничего не говорил. Самый вкусный размер вот такие налимы. И молочные, и поесть что. А не в этих шпингалетах. Ну, хоть что-то. Начало есть. Вот такой вот налимяка. Енскадан.
Уже хорошо. Ну, надеюсь, пока еще видно. Отдолбил еще одну палочку он. Предыдущая нас порадовала самым крупным в этом сезоне пока экземпляром. Фу, потеплело, пошел снег. Ну как потеплело? Градусов 20, наверное, сейчас. Но вроде по прогнозу обещали где-то градусов до 15 сегодня со снегом, с метелью. Так что потихоньку начинают уже закидывать снегом. Так, ну что, здесь что-то у нас тоже есть. Вот такой вот налим насаженный за хвост. Второй налимчик. И третий налимчик. В общем, ничего не меняется. Одни шпингалеты. Так что этот где-то пойдешь на жареху. Потихонечку соберем. Так, этот поплавай. А с тобой что делать? А тебе давай, наверное, мы выпустим. Вот так, иди гуляй. Зацеплен слабо. Живцы у меня пока есть. Так что по возможности мелочь, если далеко, глубоко не заглотили, я, конечно же, отпускаю. Ну что, встречаемся на следующей палке, наверное, уже под фонариком. Так, ну надеюсь, что-нибудь да видно. Попробуем под фонариком. На улице уже практически стемнело. Пошел снег, капитально уже сыпет. Ну а мы продолжаем нашу проверочку, которая, с одной стороны, вроде бы особо как и не радует. Все пусто вон. Одни шпингалеты. С другой стороны, вон пол ведерочка уже накидали. Продолжаем проверку, которая плавно перешла в ночную. В надежде на трофейного, а которого все нет, нет и нет. Вот такие вот одни шпингалеты. Даже 2 крючка походу съел. Вот и обжора, но на 2 крючка он попался. Обалдеть. Аппетит есть, блин. Он раз и два. Пойдешь на живца нафиг. Продолжаем заниматься долбежкой, потому что на рыбалку это уже слабо похоже. Несмотря на все наши старания, налим упорно не хочет идти к нам. Ведро здесь так что-то запутано, что-то было и что-то ушло. Пустые крючки. Продолжаем проверку. Не знаю, какая температура на улице, но такое ощущение, что опа, что-то дергает. Или что, не показалось, что ли? Да нет, что-то небольшое есть. Что-то дернуло. Что-то идет. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он, красавец. Ну вот, Янскадан. Это уже более-менее 2 килограмма по-любому есть. Худоватый, прогонистый. Но это уже не налимчик, это уже, друзья, налим. Янскадан. Душечка есть железно. Вот так вот, Янскадан.
Попался на крайний крючок. Еле-еле держался. И у нас уже почти ведро полное. Вот. 2 экземпляра, которые, можно сказать, можно назвать налимами. Это вот раз и 2. И сразу ведро полное. И мелочи там еще на жареху, на пару жарех. Нормально, что? Янскадан. Все, что не делается, все к лучшему, и все не зря. И у нас еще не все. Вижу вот раз, 2, еще 3 палки как минимум вижу. Так что, как говорится, еще не вечер. Так, готова еще одна луночка. Вижу малька на поводке на первом крючке. Болтает его течением. Налима не видать. Но сейчас мы это посмотрим. Что-то там запутало походу. Ага. Так и есть. Вокруг палки крутануло что-то. Что-то было. Что-то было и уплыло. Рыба была. Вот здесь на втором крючке. Потому что на первом и третьем мальки живые, а на среднем никого нет. Продолжаем проверку. Осталось 2 палки у нас. Еще немного. Еще чуть-чуть. 2 налимчика у нас более-менее уже есть. 2 налима. Сейчас посмотрим, будет ли 3-й. Как бы надежда появилась. Какая-то натяжечка даже есть. Что-то есть. Вот он. Вот и 3-й налим. Энскадан. И там еще шпингалет. Это килограммовый где-то, наверное. Ну вот. Хотя бы такие вот налимы были. И то хорошо. 3 налима за проверку. Вполне достойный результат. Многие спрашивали, почему я не бью налима по голове. Потому что так я их довезу домой в живом виде, в свежайшем виде. Привезу, он растает, он будет еще живой. Так что 3 налима есть, пол ведра, и там еще несколько мелких налимчиков. И у нас еще есть 1 палка, так что еще не вечер. Есть еще небольшая надежда. Будем смотреть. Ну и вот последняя палка на сегодня. Здесь наша тюрьма с мальками. Смотрим. Даст нам Печора сегодня еще налима. Или скажет, вам достаточно. Так, а здесь у нас запас мальков. Так. Что у нас там? А у нас там что-то небольшая натяжечка есть. Это живец и дохлячок. Уснувший налим, но он не просто так уснул. Его кто-то, видите, пожевал. То есть он попался, его засосал налим, не дошел до крючка, крючок внутри, и обратно выплюнул. Так что крупный налим здесь был. Крупный налим попадал, обсосал и ушел. Ну, ничего страшного, попадешься в следующий раз. Этого мы гостиниц белому отвезем. Ну что, смотрим, подводим наши итоги. А наши итоги — это сегодня 3 более-менее таких достойных налима. Это вот за килограмм, который раз. Вот этот за 2 уже. Больше 2, может быть 2,5, 2. И этот где-то примерно кило 200 примерно. Чуть толще этого. 3 налима. Я считаю, вполне достойный результат на сегодня.
И еще пол ведра шпингалета мелочи на жареху. Как-то вот так. Я считаю, проверка удалась. Всем спасибо за внимание. И всем пока. До следующей проверки. До новых встреч на канале Коми Рыбак.